Современные реалии таковы, что успешность человека определяет не столько уровень образования, сколько уровень его мастерства и реальные профессиональные навыки. Григорий Плешков без сомнения этот урок давно усвоил. Выпускник топливно-энергетического колледжа. За годы учебы он познал все тонкости технологии монтажа и наладки электрооборудования. Благодаря руководству СУЗа эти умения теперь передает уже своим студентам. Данная схема является принципиальной схемой электромагнитного реле. Работа преподавателя куда сложнее, чем ремонт и эксплуатация электрических сетей, делится Григорий. Ответственности больше. От того, как ты подашь материал, зависит, каким специалистом станет твой студент. День за днем он учится с ними и сам, чтобы в редкое от работы время заняться делом, в котором нашел и хобби, и профессию. Так получилось, что я пришел в это учебное заведение и увидел факультет монтаж и наладки электрооборудования. Мой отец именно этим и занимался. Это и побудило меня поступить на этот факультет. После окончания я закончил на красный диплом. Так получилось, что я остался здесь преподавать. Сейчас на данный момент преподаю у электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования по отраслям. То есть это у нас рабочая профессия. Рынок труда ориентирован на поиск квалифицированных рабочих, которые, в отличие от многих выпускников вузов, могут рассчитывать на стабильную зарплату. Акцент на это делает руководство колледжа. Абубакару Мартазанову 21. Он студент первого курса. Через 4 года готовится стать дипломированным экономистом. Вдогонку тому, что уже является специалистом по бурению нефтяных скважин и успешно применяет свои навыки в Волгоградском нефтяном предприятии. Желание учиться и готовность трудиться взрастили из него профессионала, который старается успеть везде. Все для того, чтобы потом эти два направления объединить в работе. Вместе с Абубакаром на различных предприятиях трудятся свыше 30 трудоустроенных нефтяников из СУЗа. Все они подопечные Беслана Альянова. Благодарственные письма от работодателей ребят для него лучшее доказательство в правильном воспитании рабочих кадров. Все они связали себя с этой профессией, и я думаю, это надолго. Например, Ганижев Хусен у нас работает уже мастером на предприятии, Ермаковское предприятие капитального ремонта. Это большое достижение, ему всего 22 года, и в это время работает мастером. Но это, понимаете, довольно уникальное явление. Хаджи Магомед работает бурильщиком, Зауров Магомед работает бурильщиком. Ну вот многие из этих ребят, которые поехали, продвинулись по служебной лестнице, работают на руководящих должностях. Сварщики, автомеханики, электромонтеры, токари, портные, мастера общестроительных работ в топливно-энергетическом колледже вот уже на протяжении 25 лет готовят специалистов среднего и общего звена. Для каждого так или иначе найдется дело по душе и умению. Только за прошлый год СУЗом трудоустроено больше 60 выпускников, 32 из которых успешно трудятся на различных предприятиях в регионе. Остальные нашли себя за его пределами. Проводится мониторинг, куда желают, мы общаемся со студентами, куда они желают, куда они хотят поступить на работу, там, куда хотят вузы. Ведется работа с ними, работа с организациями республики, заключается соглашение со всеми организациями республики. То есть ведется очень плотная работа по трудоустройству, центром трудоустройства, который находится в колледже самом, руководителем Ацуровым Мустафой Тугановичем. Очень большая работа, и у нас очень хороший результат по трудоустройству. Здесь не просто обучают, а воспитывают профессионалов. В этом помогают как преподаватели, так и оборудованные классы. Не только для теоретических занятий, но и для практических. Гарантируют они и то, что в этом году ряды трудоустроенных пополнятся еще десятками новых специализированных кадров. Жарайдат Хулухоева, Идрис Ижиев, Асхат Белакиев, Новости 24.